Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. В Душанбе продолжается кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции среди людей старше 18 лет. Граждане в возрасте старше 18 лет, проживающие в столице республики, могут обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для иммунизации против COVID-19. Однако, несмотря на кампанию по вакцинации, все же соблюдение санитарно-гигиенических мер остается актуальным. Кампания по иммунизации от коронавируса в стране продолжается. На сегодня в Таджикистане от COVID-19 вакцинировано около 430 тысяч человек. Второй компонент вакцины получили более 20 тысяч граждан. Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. Людям, которые не вакцинировались против коронавируса, следует проконсультироваться с семейным врачом или в местном медицинском учреждении. Вакцина предоставляется гражданам страны бесплатно. По словам специалистов, для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать 60% населения. Индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2, или как его еще называют вариант Дельта, стремительно распространяется по всему миру. Эта мутация была впервые обнаружена в Индии в октябре 2020 года. С тех пор исследователи выделили 3 подтипа, каждый из которых имеет немного разный генетический состав. 18 июня 2021 года ВОЗ заявила, что Дельта становится доминирующим вариантом болезни во всем мире. Этот штамм на 50% более заразен, быстрее распространяется и более разнообразен по части симптомов. Но при всем этом, по мнению ученых и врачей, вакцинация пока что лучшее средство профилактики от заражения и осложнений, вызванных этим вирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, все разработанные вакцины действуют против варианта Дельта. Напомним, что в Душанбе проходит кампания по вакцинации от COVID-19 среди людей старше 18 лет. Сделать прививки душанбинцы могут в учреждениях здравоохранения по месту жительства. По мнению экспертов, только сделав прививку, каждый может защитить себя и своих близких от инфицирования. Следуя рекомендациям специалистов-медиков и при поддержке жителей, можно предотвратить распространение любого инфекционного заболевания. Несмотря на кампанию по иммунизации населения, все же не стоит забывать о соблюдении правил гигиены и санитарии. От каждого жителя страны требуется неукоснительно следовать рекомендациям специалистов в этой сфере. Пользоваться дезинфицирующими средствами, надевать маски в общественных местах, тщательно мыть руки с мылом и соблюдать дистанцию. Зумрат Файзиева, Ахледини Карим, Рану Азизи. Новости. Предпринимательство – это двигатель экономики. Доля частного сектора в валовом внутреннем продукте Таджикистана составляет более 70%. Правительство страны расценивает вклад предпринимательства в национальную стратегию развития на период до 2030 года как ведущую силу устойчивого экономического развития, как главное средство обеспечения национальных целей и создания на этой основе условий для достойной жизни народа. О развитии частного сектора в стране расскажет Карим Хайдар. Посредством предпринимательства прежде всего обеспечивается занятость населения, рост конкурентоспособного производства, устойчивое экономическое развитие и повышение уровня жизни населения. Вместе с тем, развитие предпринимательства является основным источником дохода и стимулом для развития творческой и интеллектуальной способности людей, формирует средний класс населения, являющийся основной силой экономического прогресса. В последние годы в стране осуществлен ряд реформ направления экономического развития, направленные на снижение административных барьеров и вмешательства государства в деятельность субъектов предпринимательства. В частности, для налаживания свободного диалога между государством и частным сектором в целях ускорения экономической реформы был создан на высшем уровне консультативный совет по улучшению инвестиционного климата, деятельность которого позволяет напрямую предложить президенту страны свои идеи относительно улучшения инвестиционного климата и продвижения предпринимательской деятельности. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, обязал руководителей Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, других министерств и ведомств, председателей областей, городов и районов расширить свою деятельность с целью привлечения прямых инвестиций,
большего улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства, особенно для налаживания электронной процедуры рассмотрения и предоставления лицензий, разрешительных документов и сертификатов для предпринимательской деятельности и устранения субъективных факторов в этом процессе. Было поручено в дальнейшем осуществлять регистрацию инвестиционной деятельности в стране посредством полного внедрения электронной и цифровой системы и наладить в городах и районах республики деятельность центров обслуживания предпринимателей и инвесторов. В нынешних условиях развитие цифровых технологий считается основой экономической конкурентоспособности. В процессе приватизации государственного имущества и осуществления индивидуальных проектов реконструкции структуры субъектов естественной монополии и крупных государственных предприятий до 90% государственных активов предоставляются частному сектору. В результате постоянной поддержки государства и правительства страны в настоящее время частный сектор развивается устойчиво, и на сегодня его доля в валовом внутреннем продукте составляет более 70%, а в деле обеспечения населения рабочими местами его вклад достигает 68%, налоговый доход, государственный бюджет 80%. В настоящее время для развития различных социально-экономических сфер страны реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму около 40 миллиардов самани. Только в 2020 году было подписано 29 инвестиционных государственных соглашений на сумму 10 миллиардов самани. С 2013 года до сегодняшнего дня правительство страны с отечественными и зарубежными компаниями подписало 17 соглашений по прямому инвестированию, в рамках которых созданы 15 новых производственных предприятий на общую сумму более 10 миллиардов самани, благодаря чему более 7 тысяч жителей были обеспечены постоянными рабочими местами. В стране принимаются меры по созданию металлургических горнообогатительных предприятий, а также предприятий по переработке цветных и драгоценных металлов до конечной продукции. Развитие машиностроительной, текстильной, пищевой и фармацевтической промышленности. После обретения независимости политика государства в сфере промышленности коренным образом изменилась. Основное внимание стало уделяться укреплению производства и экспорту готовой продукции путем внедрения новых технологий, широкого использования источников местного сырья, его полной переработки и всестороннего использования трудовых ресурсов. В результате этого только за последние 5 лет внутри страны было произведено импортозамещающей продукции на общую сумму более 44 миллиардов самани, что способствовало резкому снижению зависимости продовольственного рынка от импортирующей продукции. Целью постепенного увеличения объема производства конкурентоспособной промышленной продукции, ускоренной индустриализации страны объявлена 4-й национальной целью. В стране принимаются оперативные и конкретные меры с целью обеспечения развития фармацевтической промышленности и подготовки специалистов, наделенных способностью использования современных фармацевтических технологий. Таджикистан обладает богатыми запасами различных минералов, таких как черные, цветные, драгоценные, редкие металлы, самоцветные и декоративные камни, уголь, объем которых составляет сотни миллиардов самани. В настоящее время в Таджикистане открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений, в которых имеется более 60 видов минерального и неминерального сырья. По словам специалистов, в 1991 году в стране было зарегистрировано всего 358 промышленных предприятий. Только в 2020 году были построены и сданы в эксплуатацию 300 новых промышленных предприятий и цехов с более чем 6500 рабочими местами. В результате в прошедшем году количество промышленных предприятий достигло 2274, и в соответствии с намеченными планами в течение 7 будущих лет их число будет доведено до более 3500, то есть развитие будет составлять более 54%. Карим Хайдар, Дильшод Хушвахт, телевидение, Таджикистан. Число жертв катастрофического наводнения на западе Германии возросло до 157. В индийском городе Мумбаи из-за оползней, вызванных проливными дождями, погиб по меньшей мере 31 человек. Об этих и других событиях в мире более подробно вы узнаете из блока зарубежных новостей. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!